Голосовал за будущее наших детей, за мир, для того, чтобы у нас были нормальные отношения с центральными властями Кишинева, для того, чтобы мы могли развить экономику, для того, чтобы открывать рабочие места, увеличивать бюджет, и для того, чтобы действительно наша родина Молдова знала, что в Гагаузии живут патриоты, те люди, которые всегда любят и будут любить нашу родину Молдову. Ну, я уверен, что все-таки есть 10 участников, что будет 2 тура. Мы, в принципе, провели более 300 встреч, потому что наша команда приняла решение не проводить большие концерты, не приглашать дорогих гостей, а встречаться с людьми. И мы провели более 300 встреч, мы встречались фактически, можно сказать, почти каждым нашим жителям и смотрели им в глаза. И уверен, что сегодня эти выборы, имея 10 кандидатов, они не закончатся. Все-таки будет 2-й тур, но наша команда предлагает единство нашего народа, и думаем, что завтра мы сможем сесть за стол переговоров и с остальными нашими кандидатами, которые являются также профессионалами. И мы предложили в будущем профессиональный исполком. Все люди, которые хотят работать и являются профессионалами, чтобы они могли работать в той же объединенной команде в исполкоме. Первый шаг, я сказал, что это единство гагаузского народа. Второе – это укрепление статуса автономии. В прошлом году комиссия работала, депутатов парламента республики и Народного собрания. В первом чтении был, в принципе, принят проект закона, но во второе чтение она не попала. Я думаю, что мы должны включиться в этот вопрос для того, чтобы раз и навсегда уйти от всех проблем, которые есть, чтобы действительно и центральная власть Кишинева, и Гагаузия, конкретно сейчас проанализировав и уточнив некоторые статьи, где у нас принимаются законы и в Гагаузии, принимается и в Кишиневе, в дальнейшем начинается какое-то противоборство. Поэтому мы хотим действительно довести это именно до логического конца, что каждый знал, чем в дальнейшем Гагаузия должна заниматься. Это даст возможность, чтобы прекратились всякие упреки с обеих сторон. Я готов устраивать отношения в первую очередь это с центральными властями Кишинева, потому что мы находимся в одном государстве, никто это не должен забывать. Но у нас есть очень хорошие партнеры и в России, у нас есть партнеры и в Турции, и международные европейские организации, которые, в принципе, внедряют очень много проектов. Поэтому путь развития в дальнейшем Гагаузии – это ни в коем случае не перегибать палку в одну сторону, а дать возможность, чтобы Гагаузия действительно дружила со всеми нашими партнерами. Тогда действительно наша Гагаузия будет развиваться, и экономика будет расти, и появятся и рабочие места.